Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Ильдар Нариманович, фамилия Баишев. Я являюсь председателем предметной комиссии по истории. Итак, мы предлагаем вам консультацию по дисциплине истории России и всеобщая история. Начнем с того, что форма сдачи дистанционная, вид экзамена тестирования, вопросов всего 25. Вам дается ровно час именно астрономический, то есть 60 минут. Вы должны за это время выполнить все задания. Минимальное количество баллов 40, максимальное количество баллов 100. То есть означает то, что если, допустим, вы получите баллы меньше 40, то, к сожалению, уже остальные экзамены сдать не сможете. Поэтому вам необходимо сдать на положительную оценку, то есть набрать более 40 баллов по предмету история России и всеобщая история. Итак, учитывая, что у нас экзамен охватывает как события российской, так и всеобщей истории, поэтому вы должны будете изучить, повторить материал, который касается событий российской и всеобщей истории с древности до наших дней. При этом, конечно, детально раскрывать все события, вот так вот изучать, штудировать нет необходимости. Если говорить о событиях всеобщей истории, то здесь охватывают такие вот, мы постарались охватить только наиболее важные ключевые события, которые в том числе связаны с нашей российской историей. И вот таким образом структура задания охватывает всего 5 разделов. Первый раздел «Древний мир, средние века», второй раздел «Новое время России в XVI-XVIII веках», третий раздел «Новое время Российской империи в XIX-начале XX веков», четвертый раздел «Новейшая история» первой половины 20 столетия и пятый раздел «Новейшая история» второй половины 20-го, начала 21 веков. Таким образом, вот так будут распределяться задания. Итак, обратите внимание на технические стороны вашего экзамена. Вы должны будете войти в систему через свой пароль и логин, который вам выдают приемной комиссии. Их отправляют на электронную почту. Соответственно, вы заходите именно под своим паролем. Перед каждым экзаменом вам необходимо сфотографироваться, прикрепить цветное фото. И кроме того, также необходимо представить разворот паспорта, где видна фотография и фамилия, имя, отчество. Так, кроме того, обращаю ваше внимание на то, что время экзамена ограничено. Мы говорили о том, что у вас экзамен будет час и, соответственно, всего одна попытка. То есть, если у вас будут ошибки, у вас уже не будет возможности исправить, поэтому, пожалуйста, подходите к экзамену внимательно, времени будет достаточно. Старайтесь не ошибаться и старайтесь уложиться в этот промежуток времени, уложить этот час тем, чтобы вы даже не просто задания выполняли, но успели еще их проверить. Так, вы должны будете накануне экзамена внимательно изучить наш сайт. Вы заходите на сайт нашего вуза, это bspo.ru, заходите на сайт приемной комиссии, и там есть раздел расписания консультаций по вступительным испытаниям. Кроме того, также обратите внимание на то, какие дни у нас именно экзамены. При этом, как вы видите, достаточно такой большой промежуток времени дается на экзамены. Допустим, основной экзамен проходит с 10:00 до 22:00, резервные дни, резервный экзамен проходит с 10:00 до 17:00. Я напоминаю, что резервный день для тех, кто по каким-то причинам, уважительным причинам, допустим, по болезни, не смог сдать экзамен в основной день. Поэтому, если у вас есть соответствующее обоснование, справка, вы можете сдавать в резервный день. И кроме того, также просьба уложиться в этот промежуток времени. Вы должны будете войти в систему не позже, чем за 1,5 часа до завершения экзамена. Лучше, конечно, сделать это раньше, с утра, либо днем, с тем, чтобы не оставлять уже на вечер. Потому что могут быть технические проблемы какие-то. И поэтому, конечно, чем раньше экзамен будете сдавать, тем будет лучше. Кроме того, также обращаю ваше внимание на то, что у нас есть программа вступительных испытаний по предмету истории России и всеобщей истории на базе СПО. Тоже внимательно ее изучите, посмотрите, пожалуйста. Здесь в начале помещены технические требования к вступительным испытаниям. И кроме того, также внимательно изучите содержательную часть. Здесь видите, что всего мы представили 6 разделов, в программе 6 разделов, которые охватывают
все события такие, да, наиболее крупные события российской истории и всеобщей истории. Начиная с древности, соответственно, вот до наших дней, о чем мы с вами говорили изначально. Итак, теперь давайте мы немножко поработаем с примерными заданиями. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, какое название получило передвижение народов, племен в IV-VII веках. Великая миграция народов, великое переселение народов, великое перемещение народов, великая экспансия народов. Ну, здесь, конечно, я думаю, что вы сразу поняли, правильным вариантом здесь является вариант Б, это великое переселение народов. Следующий вопрос, я думаю, тоже для вас не очень сложный. Летописи – это русские исторические повествования об истории страны по годам. Таким образом, да, это вот первый вариант, то есть вариант А является правильным вариантом. Вот летописи у нас зародились примерно с XI века и продолжались до 17 столетия. Так, вот, ну и вот остальные вопросы тоже, я думаю, для вас не очень сложные, поэтому здесь вы можете тоже их прочитать, я уж не буду зачитывать полностью. Вот, и пусть вас, может быть, не вводит в заблуждение то, что некоторые вопросы будут легкими, есть вопросы посложнее. Вот, бывает так, что иногда даже легкий вопрос кажется сложным, потому что какой-то раздел истории, либо вы его забыли, да, либо, может быть, не повторили в должной мере. Вот, поэтому я рекомендую вам повторять, особенно накануне экзамена, те задания, вернее, разделы истории, которые вы считаете для себя наиболее сложными. Потому что сами понимаете, что объем материала достаточно велик, вот, поэтому кому-то, скажем, легче даются события современной истории, кому-то легче, интереснее изучать раннюю историю. Вот, и поэтому, исходя из этого, вы должны знать свой уровень и, повторяю, именно вот изучать внимательно, особенно те разделы, которые для себя вы считаете наиболее сложными и проблемными. Вот. Здесь тоже, да, вот есть пример задания. Вот, скажем, Финляндия вошла в состав России по условиям какого договора? Здесь правильный вариант Фридрихсгамский договор. Это, таким образом, начало 19 века, соответственно, 1809 год. Вот. Обратите внимание также на вопросы по современной истории. Да, например, вопрос 8. Заключительный акт совещания по безопасности сотрудничества в Европе был подписан. Здесь, я думаю, правильный вариант вы сразу поняли. Это вариант Г. Хельсинки 1 августа 1975 года. Вот. Поэтому здесь видите о том, что необходимо знать наиболее ключевые важные даты российской истории, да, современной, вернее, и всеобщей истории. Необходимо знать терминологию. Вот. Необходимо также знать персоналии, то есть деятелей российской истории. Это тоже необходимо для успешной сдачи вступительного испытания. Так, теперь вот несколько моментов, на которые хочется обратить особое внимание. Ну, начнем с того, что задания вступительных испытаний соответствуют школьной программе, то есть мы не можем предложить вам задания, которые выходят за рамки школьной программы. Соответственно, поэтому вы можете изучать непосредственно школьные учебники. Ну, вот, школьные учебники, вот по ним мы ориентируемся, когда задания составляем непосредственно. Так, кроме того, также тестовое задание охватывает все разделы истории последовательно и примерно в одинаковой мере. То есть не может быть такого, чтобы в одном варианте преобладали темы, допустим, из ранней истории, в другом варианте из современной истории. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы каждый вариант охватывал последовательно все вот эти вот разделы российской и всемирной истории. На что обратить внимание, мы уже с вами говорили, это термины, даты ключевых событий, процессов и особое внимание на персоналии. Теперь рекомендуемая литература. Дело в том, что здесь вам необходимо взять ту литературу, именно которая касается не только российской, но и всеобщей истории. Да, вот поэтому посмотрите, пожалуйста, учебник, который мы вам рекомендуем. Вот. Можете взять учебники более современные. Есть, скажем, учебник Фортунатова, он уже для вузов, да, вот история, там представлена, это учебник для бакалавров, там представлена также и российская, и всеобщая история. Вот, тоже по ним можете готовить. Есть учебники в электронном виде, электронные учебники есть в бумажном варианте, как вам будет удобно. Но мы вам рекомендуем пользоваться разными пособиями, потому что разные учебники друг друга дополняют. Где-то, скажем, в каком-то учебнике более подробно освещается, например, условно говоря, ранняя история, да, хорошо освещается.
доступна вот так вот, где-то, наоборот, современная история освещается. Или, там, например, есть учебники, скажем, где, например, представлена преимущественно политическая история, а, скажем, история культуры там отсутствует. Поэтому тоже, пожалуйста, на это обратите внимание, когда будете готовиться к экзамену по истории. Так, теперь значит, также я предлагаю вам записать мои координаты. Значит, еще раз таким напоминаю, что меня зовут Баишев Эльдар Нариманович. Здесь видите адрес моей электронной почты, куда можно написать с вопросами, да, и кроме того, также телефон с WhatsApp, где также вы можете какие-то свои вопросы мне отправить. Я постараюсь на них оперативно ответить. Если у вас вопросы будут технического характера, значит, то тоже вы можете обратиться к сайту, да, либо позвонить по телефону соответствующему, который тоже в самом конце у вас указан. И на этом мы с вами консультацию заканчиваем. Большое вам спасибо за внимание. Я вам хочу пожелать успехов. Не только на истории, на всех экзаменах вступительных. Будем рады видеть вас в качестве наших студентов. Всего вам доброго. До свидания. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. По ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И уже у этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест.
Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.